Министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнакия подробно рассказал о порядке организации предоставления медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии в медицинских организациях России. Соглашение, подписанное 3 декабря в Москве, позволит нашим гражданам бесплатно получить специализированную медицинскую помощь, как подчеркнул министр, в различных клиниках России. Пациенты будут направляться в ведущие клиники Краснодарского края. Это первая краевая, вторая, третья, четвертая. Это краевой онкоцентр, это учреждения города Сочи. Что касается первичной медико-санитарной помощи, гражданин имеет право даже без направления обратиться в ту или иную клинику на территории России, получать в том или ином учреждении плановую медицинскую помощь. Что касается высокотехнологичной медицинской помощи, она будет по нашему направлению оказываться во всех федеральных медицинских центрах. По словам Тамаза Цахнакия, в рамках поездки в Москву обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества с руководством Федерального фонда обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день в нашей стране застраховано порядка 42 тысяч человек. Процесс приема документов для оформления полиса ОМС продолжается. По словам министра, обсуждался и процесс реализации межгосударственного соглашения с Россией в области обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Соответственно, после финансирования РУП «Абхазфармация» обеспечит пункты выдачи медикаментов льготным категориям. Должен сказать, что на сегодняшний день РУП «Абхазфармация» под эгидой Минздрава открыла еще несколько пунктов государственной аптечной сети. Как сказал Тамас Цахнакия, готовится межведомственное соглашение о начале строительства в Абхазии в 2019 году медицинского центра неотложной помощи. Это будет крупнейшее медицинское учреждение, которое будет включать в себя отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов. То есть мы сможем на месте выполнять коронарографии, стентирование коронарных артерий. Тамас Цахнакия рассказал и о целевых программах, которые были утверждены на заседании Кабинета министров 30 ноября. Таких программ 9. Есть определенные пациенты, которые действительно будут нуждаться в лечении, в оказании высокотехнологичной медицинской помощи за пределами республики. Соответственно, тем, кто будет нуждаться в оказании высокотехнологичной медицинской помощи в этой части, она должна быть в полной мере обеспечена. И поэтому эта целевая программа была принята. В 2018 году была выполнена программа кадрового обеспечения системы здравоохранения республики. По словам Тамаза Цахнакия, на сегодняшний день 48 студентов проходит обучение в вузах России. И самое главное, программа продолжится в следующем году с целью обеспечения дефицитными кадрами медицинских учреждений Абхазии. Также в следующем году будет продолжена целевая программа обеспечения лекарственными препаратами. Конечно, средств на эту программу было недостаточно в том плане, что, к сожалению, количество больных увеличилось, в том числе по неотложным показаниям. Поэтому мы уже по итогам текущего года провели предварительный анализ и с учетом всех показателей заложили данную программу в увеличенном формате в следующем году. Тамас Цахнакия рассказал и о других целевых программах, в том числе и оказании медицинской помощи ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Зарез мэр Алексея Гухава, Абхазское телевидение.